Россия. Узбекистанец умер в палаточном лагере. Валютный кризис в Таджикистане. В Хатлоне местных жителей заставляют скинуться на торжественную встречу Рахмона. Касса есть здесь? А билет нету. Когда будут, мы не знаем. Трудовой мигрант из Узбекистана скончался в палаточном лагере в Каменске-Шахтинском Ростовской области России, сообщила газета «Пик». Мужчина приехал в Россию в поисках заработка, однако, как и сотни тысяч других мигрантов из Центральной Азии, в связи со сложившейся ситуацией с пандемией остался без работы, по причине чего возвращение домой стало для него единственным решением. Ранее сообщалось, что оставленные на произвол судьбы тысячи трудовых мигрантов из Центральной Азии установили палаточный лагерь в ожидании поезда на железнодорожной станции Первомайская в Ростове. Среди застрявших в данном палаточном лагере мигрантов большое количество женщин и детей. Все эти мигранты приехали на станцию в надежде попасть на поезд для возвращения домой. Но авиа- и железнодорожное сообщение со странами Центральной Азии было временно приостановлены. Кроме специальных чартерных авиарейсов и спецрейса поездов, для того, чтобы попасть на подобный рейс, нужно выждать огромную очередь. По имеющейся информации, у мужчины в лагере поднялась высокая температура. Его госпитализировали в больницу и диагностировали одностороннюю пневмонию. Мужчина вернулся в лагерь, откуда 19 сентября должен был уехать в родной Узбекистан. Однако за день до посадки на поезд мигранту стало плохо. Он упал в обморок и больше в сознание не пришел. Предварительная причина смерти – сосудистые заболевания. Известно, что он сдал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Тело умершего на родину повез его отец, с которым молодой человек приехал на заработки в Россию. Дайте нам поезд! Поезд нужен! Напомним, что жители стран Центральной Азии на протяжении более 2 десятков лет вынуждены годами пропадать в трудовой миграции в надежде прокормить свои семьи, в то время как правящие режимы в этих странах заняты лишь заботой о собственном благосостоянии и сохранении власти в стране. Большинство банков страны не производят обмен национальной валюты на доллары. При этом охотно меняют доллары на самани. Об этом пишет Азия Плюс. Доллары в обмен на самани выдают только несколько банков и в строго ограниченных объемах – до $200 в одни руки. Например, в подразделениях банка СХТ, Первого микрофинансового банка и Арванд. Однако, чтобы получить валюту, предварительно нужно записаться в очередь. Этот процесс может затянуться на несколько суток из-за ограниченности долларовых запасов в обменниках. Есть потребности в долларе у бизнеса. Также большое количество людей сберегают свои средства в этой иностранной валюте. В то же время поступление доллара уменьшается, сказали в банке Арванд. Дефицит доллара даже повлиял на отправителей денежных средств за границу через таджикские банки. На сегодняшний день, чтобы сделать долларовый перевод, отправитель должен иметь эту валюту. Конвертация самани на доллары пунктами перевода не производится. Примечательно, что режим Рахмона не признает наличие кризисных явлений в экономике или валютной системе и даже наоборот заявляет о значительном улучшении уровня жизни населения. Стоит напомнить, что в 2018 году, согласно обзору Всемирного банка по миграции и развитию, денежный перевод от трудовых мигрантов составили 31% от ВВП того же года, а в 2019 году денежные переводы, поступившие от трудовых мигрантов только из России, составили $2,6 миллиарда долларов США. Для сравнения, госбюджет Таджикистана на 2020 год составил $2,7 миллиарда долларов США. По данным Центробанка России, на фоне карантинных мер объем денежных переводов в Таджикистан в первом полугодии 2020 года сократился на 40%. Жители Вахшского района Хатлонской области сообщили, что накануне визита президента Рахмона сотрудники сельсоветов ходят по домам и требуют с каждой семьи по 20 самани, пишет радио Азади. 22 сентября президент Эмомали Рахмон с рабочей поездкой прибыл в Хатлонскую область. Во вторник он побывал в Шаартузе, Леваканде и Бохтаре. Ожидается, что посетит и Вахшский район. Жительница села Иттифок
Вахшского района Джумагул Ашурова рассказала журналистам, что работники местного сельсовета уже несколько дней ходят по домам и требуют с каждой семьи по 20 самани. «Я малоимущая, у меня 8 детей, 2 из них инвалиды, я сама нуждаюсь в деньгах. С другой стороны, у нас в селе нет ни школы, ни медпункта. Дети идут в школу, расположенную в 8 километрах от села. В апреле наши дома пострадали от землетрясения, никакой помощи оказано не было, а сейчас требуют с нас деньги», возмущается женщина. Другой житель Вахшского района на условиях анонимности сообщил, что работники сельсоветов требуют у зажиточных сельчан значительно большую сумму. При этом председатель сельсовета Вахшского района Касим Давлатов косвенно признал принудительный сбор денежных средств для организации встречи президента Рахмона. «Да, мы собирали деньги для букетов и благоустройства фонтана на центральной площади у владельцев автозаправочных станций и руководителей дехканских хозяйств», заявил он. سراسر جمهوری امروز کارهای آبادانی ادامه دارند. ناحیه وخش نیز در قطار دیگر ناحیه‌های کشور برای کارهای آبادانی و سازندگی کارهای زیاد را به انجام رسانیده.